Татарстан против отмены поселковой власти. Будет ли принят спорный законопроект Клишеса-Крашенинникова и как он может отразиться на каждом из нас? Задача со многими неизвестными или кадровая алгебра. Как решить проблему дефицита кадров и за счет чего? Герои России из Татарстана вошли в историю. Новые учебники изучили военкоры 7 дней. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Нам важен на сегодняшний день каждый приходящий на наше предприятие. Мы компенсируем за найм жилья, мы компенсируем проценты по ипотечным платежам. Кадровый голод. Как решить самую острую проблему в период рекордно низкой безработицы? В несколько банков поступило заявление о выдаче кредита от моего имени. Сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Бум интернет-мошенничества. Как похищаются миллиарды? На обратном пути нас застиг дрон. Машина, к сожалению, сгорела. Бронежилет поднял, увидел, что ранение. Ранение было под лопатку. Мотострелки из Татарстана. Как по стопам героев сегодня идут татарстанские боевые подразделения? Государственная Дума России затеяла масштабную реформу местного самоуправления. Вернее, не так. Настойчиво, последовательно, я бы даже сказал, чересчур напористо продвигает идею так называемой одноуровневой системы местного самоуправления вместо двухуровневой, которая действует сейчас. Под ликвидацию, точнее, под оптимизацию, как элегантно выражаются авторы законопроекта, депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишес, подпадает как раз-таки наиболее близкая к народу поселковая власть. То есть в основном сельские поселения, их советы и администрации. Зачем? Почему именно сейчас? Резонно задают вопросы и в Татарстане, и в некоторых других регионах России. Аргументы за такую реформу мы еще приведем чуть позже, как и доводы, почему этого делать ни в коем случае нельзя. Пока же немного к предыстории вопроса. Во-первых, Клишес-Крашенинников – знакомая для Татарстана и других национальных республик пара законотворцев. Надо отдать должное, достаточно сильные, даже мощные, как выразился Рустам Минниханов, юристы и чиновники, но без большого опыта работы на земле с населением. Люди, которые, как я уже сказал, последовательно проводят политику единой системы публичной власти в стране, ее унификации и, как следствие, поражения в статусе и правах национальных республик. По сути, это жесткая централизация и постепенный отказ от принципов федерализма. Нам ли в Татарстане это не знать? Давайте загибать пальцы. Сначала нам не продлили договор о разграничении предметов ведения, затем отменили обязательное изучение татарского языка в школах, прописали государствообразующий народ в Конституции Российской Федерации, никто особо и не возмущался. Затем плавно подрулили к теме унификации названий должностей руководителей регионов. Татарстан на тот момент был единственным регионом в стране, где еще сохранялось наименование руководителя республики как президента. И вот добрались до серьезных изменений в организации работы местного самоуправления. Надо отметить, что пресловутая реформа МСУ была затеяна давно, и спорный законопроект Клишеса-Крашенинникова в первом чтении был принят еще в 2022 году. Татарстан выступил резко против. Обсуждение тогда перенесли на более поздний срок из-за выборов президента страны. И вот новый виток споров. Как раз-таки на этой неделе профильный комитет Госдумы одобрил поправки ко второму чтению в проект нового закона об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Удалось рассмотреть 940 поправок, поступивших ко второму чтению. Госсовет Татарстана выдвинул свои 59, часть из которых прошли. Но все предложения, касающиеся сохранения двухуровневой системы местного самоуправления, были отклонены. Информация пришла как раз в тот момент, когда проходило очередное заседание Государственного совета Татарстана, и тема настолько оказалась животрепещущей, что слово взял раис республики Рустам Минниханов. Давайте послушаем. Наша страна, она большая, огромная. И одним шаблоном этой страной управлять нельзя. Наверное, какие-то изменения, они были, будут, и к этому надо относиться нормально. Но мы же не против, если где-то населения мало, у них людей нет. Пожалуйста, надо дать право, не нам дать право, а им дать право создавать вот такую систему управления. Решения, которые принимают,
Госдума. Это же система управления государством. Кто им дал такое право, если не спросить у населения? Вот у нас несколько глав, которые работали, сейчас представляют в государственном. Их мнение спросили. Те люди, которые в муниципалитете вообще в жизни не были, принимают решение, какая система должна быть там. Какие есть доводы, почему нужно переходить на одноуровневую систему МСУ, фактически отказываясь от поселковых советов, депутатов и глав в их нынешнем статусе? Первое, очевидно, экономия средств. Сейчас в стране насчитывается порядка 20 тысяч поселений. Только в Татарстане их чуть меньше 1000. Соответственно, всю эту огромную армию муниципальных служащих, местных депутатов, по замыслу Клишеса Крашенинникова, можно легко сократить, убив сразу 2 зайцев. Не только экономя деньги на их содержании, но и прекращая борьбу муниципалитетов за власть и деньги. Кроме того, это сразу же снимает проблему острейшего дефицита кадров на селе. Управлять и работать с населением будет не глава поселения и сельсовет, которых нужно еще периодически выбирать, а, допустим, староста. Таким образом, в Татарстане вместо 956 муниципальных образований, в том числе 872 в сельских поселениях, останется, скорее всего, 45, среди которых 2 города – Казань и Набережные Челны, и 43 района. Как будет на практике работать такая упрощенная и облегченная в плане кадров система местного самоуправления, авторы законопроекта, естественно, ответить не смогут. При этом они признают, что действующая система МСУ в Татарстане работает как часы, более чем эффективно. Зачем тогда ее нужно рушить? Вопрос открытый и для многих скорее риторический. Вот и Рустам Минниханов им задается. Тем более во время проведения специальной военной операции, когда государство, местные власти и население тем более должны работать как единый механизм. Мы на ровном месте, страна будет сейчас спорить, какая система правильная, неправильная. Это стыд, позор. В Думе мы будем обсуждать, как должна страна управляться. Вот она управляется, она неплохо управляется. Пусть скажут, Татарстан плохо управляет. Он зарплату получил, сегодня его на работу поставили, завтра нет. Человек, который избирал население, он перед ними отчитывается, он вместе с ними живет, он не приезжий. Мы обращаемся к ним, и через них мы и контрактники формируем. Кто-нибудь из этих депутатов на похоронах был? Это же на них. Вы представляете, как это сложно? А кто работает с населением погибших? Кто работает с другими? Они. У нас других людей нет. И эти люди, авторитет, мы за эти 15 лет сформировали вот некий такой авторитетный пласт людей. Мы что, их потеряем? Кому они мешают? Что, в стране нет других проблем? Сегодня мы в Государственной Думе будем оспаривать те или иные решения. Это же неправильно. Свои опасения Татарстан точно донесет до федеральных властей. На сессии Госсовета было принято решение напрямую обратиться в связи с этим к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Между тем, спорный законопроект продвигает практически спортивными темпами. Уже 11 декабря его собираются вновь обсудить, чтобы, возможно, принять во втором чтении. Свою позицию на заседании Госсовета с трибуны высказал лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов. В кулуарах мы узнали мнение на этот счет у многих депутатов Государственного Совета и Государственной Думы с опытом работы в районах. И, конечно, побывали в самих сельских поселениях республики, поговорили с главами поселков и местными депутатами. Такая у нас получилась палитра мнений. Для Вячеслава Матвеева все двери открыты. В поселке городского типа Васильева совершенно точно. Вот к нам приехало телевидение, ТНВ, интересуется. И это тот случай, когда даже предупреждать о своем визите не требуется. С телевидением ли, с подарками ли, по делу Вячеслав Матвеев заезжает сюда регулярно, и это заметно. Весь ремонт, Вячеслав Иванович, он был у меня на территории садика. Даже иногда я смотрю, Вас думаю, нет, а он да, я еще в Зеленодольске только, а он уже здесь.
И уже все знают теперь, кто у нас глава. Заведующая Татьяна Ахмедгараева рассказывает, садик с 1977 года постройки давно нуждался в ремонте, и благодаря главе поселка и команде местных депутатов мечты стали реальностью. Не просто обновили фасад, коммуникации, завезли новую мебель и оборудование, а дополнительно вложились в оформление и инвентарь для садика. Получилось даже лучше, чем ожидали. Они реально помогают. И их иногда даже просить не надо. Есть некоторые вопросы, которые на сходе граждан обсуждаются. И они сразу говорят, если есть, приходите к нам. Мы это все бесплатно сделаем. Сейчас вот нам осталось вот этот в порядок привести, вот этот забор на следующий год. Вот здесь сделать парковку для автомашин. Ему до всего есть дело: заборы, тротуары, остановочные павильоны. В прошлом году благодаря программе по самообложению их полностью обновили. И, кажется, не зря. Автобусы в Васильево ходят как часы, муниципальные и междугородние. Поселок всегда был не маленьким, а сейчас по размерам численности проживающих, особенно в летний период, он сопоставим с городом районным центром. Около 20 тысяч постоянных жителей. Эту цифру можно смело умножать на 2 летом, с учетом всех дачников и отдыхающих. Надо отдать должное команде Матвеева. Инфраструктура поселка Васильево за последние 2 года разительно изменилась в лучшую сторону. Вот на этом месте еще совсем недавно был заброшенный пустырь. Сейчас ультрасовременный детский сад на 220 мест с лифтовым холлом, прачечной и музыкальной студией. Детство это краски. Конечно, все эти перемены к лучшему стали возможны благодаря поддержке Раисы Татарстана, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева и не бездеятельного участия местных депутатов. 15 депутатов у нас в Совете. Люди неравнодушные, патриоты нашего поселка. Депутат – это прежде всего ответственность. Ответственность перед теми людьми, которые тебя выбрали. Знакомьтесь, Дмитрий Иванов, предприниматель, патриот и местный депутат. Родился и вырос в Васильево. Здесь же построил свой логистическо-складской бизнес. Добился успеха, но не оторвался от народа. Построил на территории своего предприятия дом культуры для всех жителей Васильева, медицинский пункт, помогает нашим парням, воюющим на фронте, и создал условия для таких же неравнодушных волонтеров. Неутомимые женщины плетут маскировочные сети в 2 смены и говорят спасибо своему депутату. Они нам всегда помогают. Была у нас там такая прям проблема животрепещущая. Устроили несанкционированную свалку прямо по дорожке в магазин. Это единственный человек, который откликнулся и решил эту проблему. Вот буквально недавно пришли люди, нужно было сделать дорогу. Дорогу просто отсыпать. Куда они пойдут? Ко мне пришли, я депутат в этом округе. Что я принял решение? Решение какое принял? Я приехал туда сам лично, посмотрел объемы. Техника у меня есть, ГСМ есть щебень. Пришли, сделали. Люди сказали спасибо, собрали все подписи. Говорят, надо сделать. Ну, пожалуйста, если есть возможность, почему бы нет? Мы так работаем, нас так учили. Ну, отдадут старостам, ну, отдадут каким-то там руководителям. Без исполнительного комитета, во-первых, без депутатского корпуса это просто невозможно будет. Ну, как можно одному человеку или там 3 человекам в поселке руководить таким количеством людей и проблем? На уровне местного управления работают почти 7,5 тысяч депутатов, да, которые являются патриотами своей малой родины. Их уже не будет. Если назвать вещи своими именами, народ мы отталкиваем. Мы народ отталкиваем искусственно от власти. И, безусловно, вот такая форма управления для нашей республики, она ни в коем случае неприемлема. Параллельно сейчас идет заседание Государственной Думы Российской Федерации. Зачем всех под одну гребенку, ломать не строить? Лидер татарстанских коммунистов, как всегда доходчиво, постарался донести позицию однопартийцев. В этом вопросе в Госсовете царил полный консенсус. Отметим, что выступление депутата предваряло эмоциональный спич Раисы Татарстана. Мы же провели свой блиц-опрос с особым акцентом на депутатов с опытом работы в районах республики, в том числе в сельских поселениях. Какая система местного самоуправления больше подходит Татарстану? Ныне действующая, двухуровневая, или предлагаемая в законопроекте Клишеса-Крашенинникова одноуровневая? Эта вертикаль, она у нас, в республике, работает очень даже хорошо. Его ломать сегодня не надо. Она уже выстроена. Есть вопросы, которые на сегодня надо решать. Элементарные вопросы. Пожилые люди приходят. Скажем, дрова надо, сено надо, другое надо. Вопросы сегодня
специальной военной операции, их семьи, им помогать надо. Не может власть быть неизбранной. И это позиция и Татарстана, и всех депутатов Государственной Думы. Мы ее выразили в поправках. Я сам работал главой сельского поселения, и сейчас хочу сказать о том, что сейчас действующие главы сельских поселений в республике нашей есть на СВО в качестве участников специальной военной операции. Сейчас главы сельских поселений и депутаты муниципальные наши, которые работают на земле, всецело поддерживают специальную военную операцию, организовывают гуманитарные миссии, работают с семьями наших мобилизованных контрактников и добровольцев, делают важную и нужную работу. Работая главой Леногорского района, я много объезжал регионы нашей республики, страны, и видел в разных регионах страны, и в Пермской области, и в Оренбургской области, в Самарской, в Саратовске, как идет строение местного самоуправления. И все завидовали именно Татарстану, как правильно, как грамотно мы работаем. Будет ли потенциальная одноуровневая система местного самоуправления столь же эффективной и жизнеспособной, как ныне действующая? В Татарстане сами сельчане даже задаваться таким вопросом не хотят. Действительно, ломать не строить. Вообще, откуда появилась такая мысль? У нас ведь вообще, мне кажется, в последнее время все пытаются упразднить, все упростить, все убрать. Я считаю, дело не в кадрах, а дело в том, что вот именно думают не о людях, а думают только о том, чтобы просто сэкономить деньги. Всю жизнь сельский совет был. Вот мы куда должны пойти? С каким-то любым вопросом мы должны обратиться в сельский совет сначала, а потом уже куда-то выше идти. Я думаю, сельский совет, сельское поселение, председатель, он необходим. И депутаты. И депутаты, конечно, а как без них? А какую структуру, какой скелет власти на местах предлагает нам взамен администрации или, будем говорить, советов? Вот этого я не нашел. Если так же пойдут, как и уничтожение деревень, неперспективных, тогда советы потеряют, понятно, свою официальную структуру, и люди останутся, просто будем говорить, не при деле. Кто точно может остаться не при деле, так это работающие энергичные главы поселений, сельские депутаты, избранные населением. Кто от этого выиграет? Теоретики из Госдумы не подумали? Люди же доверили, люди выбрали. Голосование проходило. У нас, когда депутатами становятся, я и сам эту процедуру проходил. Встречаешься с людьми, какую свою программу, свои пожелания. Люди интересуются, биографией твоей, это личный контакт, и люди уже потом выбирают и доверяют. Это, конечно, совсем другое. А если человек просто назначен человек, он сегодня поработал, ему не понравился, завтра он не будет. Известно, что практика – критерий истины. Татарстан и предлагает руководствоваться этим принципом. Услышат ли, прислушаются ли, пока еще не все потеряно. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Из позитивных новостей позиция Татарстана уже в какой-то части услышана. Как отметил Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, дискуссия с властями республики продолжается и планируется, что до 2035 года будет введен переходный период, за время которого радикальных изменений в действующей системе местного самоуправления вводиться не будет. То есть время и для анализа, и для обсуждения. Подход Татарстана здесь, на мой взгляд, самый прагматичный и оптимальный. Доверить регионам самим решать, какая система МСУ им подойдет больше. Для иллюстрации один общеизвестный факт. Знаете, как академик Игорь Курчатов решил проблему хождения по газонам в своем институте? Он распорядился не асфальтировать дорожки на прилегающей к нему территории и дождаться, пока сотрудники института сами протопчут тропинки там, где им удобнее ходить. А потом, конечно, заасфальтировал. На этой неделе парламентарии в Москве обсуждали не только местное самоуправление, но и острейший вопрос нехватки рабочих рук на производстве, особенно квалифицированных рабочих. По некоторым подсчетам, на конец прошлого года стране не хватало 4,8 миллиона работников. При этом безработица достигла своего очередного минимума. Это колоссальная проблема для экономики в целом. Остро ощущается дефицит кадров в таких отраслях, как промышленность – 30%, здравоохранение, образование, наука, культура, государственная служба – 12,5%. Продажи и бытовое обслуживание, услуги населению – 8,1%. Транспорт – 7,3%.
Строительство и ЖКХ 6,3%. Что это значит для Татарстана? В каких отраслях и в каких производствах нам ждать обострения проблемы? И главное, как упредить этот пресловутый дефицит кадров? Татьяна Тимошенко продолжит. Нам важен на сегодняшний день каждый приходящий на наше предприятие. Мы ждем всех, и для всех у нас двери открыты. В открытые двери авиационного завода каждый месяц приходит около 200 человек, но дефицит кадров все равно сохраняется. Запрос на токарей, фрезеровщиков, сборщиков, станочников с программным управлением, инженерные специальности, специалистов по логистике. Мы выстраиваем механизм привлечения персонала таким образом, чтобы любой человек мог, придя к нам, найти себя. Потребность растет. С учетом программы выхода производства 20 самолетов в год Ту-214, есть у нас также программа развития по годам. Она тянет за собой развитие станочного парка, строительство новых площадей под сборку самолетов и программу по увеличению численности. Если следовать этой программе, то в ближайшие 3 года мы должны прирасти на несколько тысяч человек. Уровень безработицы в республике в очередном историческом минимуме – 0,16%. Конкурса среди соискателей практически нет. Не сколько дипломов, не сколько закончил курсов. Я очень внимательно послушаю и спрошу, что вы умеете? Вот это нехороший вопрос. Я знаю, что он нехороший. Зачем его сразу в депрессию гонять? Что он умеет? Почему поколение Z, тем, кому сейчас от 18 до 28 лет, активное поколение на ближайшие десятилетия, не идет на производство, вопрос звучит не в цифрах заработной платы, а в новой терминологии. Задача работодателя – создать вайб, атмосферу, ощущение, чтобы избежать газлайтинга и оставить open space. А об этом говорят на лекциях по узнаванию персонала, проводящим больше времени в мире виртуальном, а не реальном. У меня для вас других поколений нет. Даем задания и выясняем параметры даже заочно у людей на гибкость мышления, логичность, ясность речи и аргументированность. И, в принципе, это хорошее основание для остальных уже специалистов, которые там подбирают, для того, чтобы понять, подходит им этот человек или не подходит. Нет работы, нет людей, нет экономики, нет бюджета. Для районов привлечения инвестиций необходимые точки роста. В Новошишминском, где в августе официальный статус безработных был только у 12 жителей района, обсуждают развитие сразу нескольких крупных проектов. Один из них – молочный комплекс, правда, роботизированный. Темпы экономического роста, к сожалению, превышают темп и скорость вообще рынка труда. Мы все время говорим о количестве вот этих людей, и говорим, безработица очень низкая, да, давайте их сюда приглашать, а может быть нам надо просто поработать с теми уже, кто есть здесь, и их правильно, грамотно перераспределить. У нас есть большой объем людей, например, молодых мамочек, которые сидят в декрете и готовы были бы несколько часов в день, может быть, работать, если бы создали хорошие условия, или у нас есть люди с ограниченными возможностями. Для них можно сделать отдельно разные виды работ, например. Средняя зарплата в республике 71,5 тысячи рублей. В Казани 88 тысяч. За синей птицей, по данным Росстата, за пределы республики отправились в этом году более 30 тысяч человек работать вахтовым методом. И большинство из Дрожжиновского района. Более 50 человек с нашего поселения работают вахтовым методом. Они работают в Москве, в Питере и на севере. Работа, получается, у них предлагалась 15 через 15, они работают. Зарплату они получали хорошую, поэтому здесь такой работы не предлагалось, работы не было, поэтому они уехали. Сельчан не уезжать далеко теперь агитируют кадровики заводов. Это одна из встреч с представителями КАМАЗа. Светлана, воспитатель в детском саду, сейчас без работы, готова вступить в кадровый резерв автогиганта. То, что вот сегодня рассказали, прям подробно, очень хорошо, очень интересно. Я прям сильно задумалась, почему бы не работать такой стабильно развивающейся компании, которая, можно положиться, там работать, зарабатывать деньги, да, и с учетом, что у меня есть дети, я могу, как они сегодня рассказали, я могу с ними спокойно переехать, там, устроить их в школу, в садик, жить, зарабатывать, почему бы нет.
Места наших уехавших занимают приехавшие из различных регионов. В Татарстан приезжают 40 тысяч человек. Заинтересованы в том, чтобы перенаправить вот эти потоки вахтовиков, уезжающих за пределы республики, сориентировать их внутрь республики на наши предприятия. Борьба за кадры в прямом смысле сейчас. Воля, напряжение и стратегия. Обеденный перерыв, заводчане в тренажерном зале. Внутри предприятия практически полный цикл социальных услуг, ориентированный на интересы молодежи. Дмитрий на заводе с 17 лет по специальности кибернетик, по ней работает, но такое модное сейчас понимание личностных интересов реализовал здесь же. У нас тоже все есть, мы об этом говорим. Все занятия у нас абсолютно бесплатные, с преподавателем по вокалу, преподаватель по хореографии. У нас есть своя фитнес-студия, свой тренажерный зал, у нас есть хор, есть вокально-инструментальный ансамбль, есть спортивные мероприятия. То есть, если ты был активным и занимался каким-либо творчеством, либо спортом, у тебя есть все возможности не забрасывать это, а продолжать это уже здесь, на предприятии. Разные виды материальной помощи, компенсации и за питание, в том числе компенсация за проживание в съемных квартирах. Есть программы, направленные на улучшение жилищных условий, то есть мы компенсируем за найм жилья, мы компенсируем проценты по ипотечным платежам. Это что касается жилья. Что касается здоровья и сбережений, в этом направлении мы тоже активно работаем. Во-первых, у нас лучшая в ОАКе мини-поликлиника, в которой мы сейчас, собственно, находимся. И это не просто терапевт, а и узкие специалисты. Это физиолечение, это водолечение. И, значит, у нас в штате есть профпатолог. Какую должность занимаете? Я занимаю должность заместителя начальника цеха, термического цеха. И вам сколько лет? Мне 23 года. Михаил как раз тот самый представитель поколения Z. На заводе с учебы в институте выбрал осознанно по программе целевого обучения. На карьеру от практиканта до руководителя потребовалось 6 лет. Я люблю свою работу, я люблю наше предприятие, я люблю своих коллег. Действительно, должность довольно-таки ответственная, но меня поддерживают мои подчиненные в лице мастеров. Ребята работают, работа кипит. Это самое главное для нашего предприятия. Не можешь – научим, не хочешь – поможем. Большинство крупнейших предприятий фундамента экономики республики перешли на этот принцип. Где-то решают кадровый вопрос через квартирный, где-то через создание целого мира корпоративной культуры, интересов, обучения, занятий, корпоративного спорта. В условиях выстраивания промышленной независимости страны, когда на одного безработного приходится 10 вакансий, решение кадрового вопроса остается главной стратегией каждого предприятия. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней. К другим темам. Телефонное мошенничество – бич уходящего года. И хотя мы не раз делали репортажи на данную тему, упреждающие, предупреждающие, разъясняющие, количество пострадавших не снижается, только растет. Жулики опережают сыщиков, у них постоянно что-то новое. К примеру, последние месяцы идет обзвон с уловкой пролонгировать договор с телефонной сотовой компанией. В процессе под музыку меняют ваш пароль на госуслугах. За 10 месяцев этого года в Татарстане зафиксировано почти 28 тысяч IT-преступлений, что составляет 57% от общего числа. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей. Новый тренд у мошенников – сложные схемы. Звонят со всех известных служб, сценарии разные. Все зависит от той информации, которую про вас нашли. Но в конечном счете все сводится к двум вещам. Переведите деньги на безопасный счет или скажите код из СМС. Людям надо верить, так учат мамы, но люди могут обмануть, так учит жизнь. Вас беспокоит технический отдел Сбербанка России. Меня зовут Владимир, являюсь младшим специалистом отдела. Он сказал: я из банка, звоню, чтобы уберечь ваши средства. Я могу вам помочь. Плохая новость в том, что он поможет только потерять. Если вам не звонили такие, вы счастливчик. Каждый день, а то и несколько раз в сутки, каждому из нас поступал подобный звонок. Ваши средства в опасности, давайте оформим договор, а не хотите ли поучаствовать в акции? Пришло сообщение в одном из мессенджеров от имени моего руководителя, генерального директора моей компании, где я работаю. Назвали меня по имени и отчеству в этом сообщении.
сказали, что вот сейчас к вам обратится такой человек, нужно обязательно ответить, подробности рассказывать пока не могу, по понятным причинам. Ну, приблизительно такое было сообщение. Я ему тут же на это сообщение ответил, могу ли я позвонить. В ответ пришло другое сообщение, я сейчас говорить не могу, потому что я на важном заседании, ответить нет возможности. И, пользуясь этим, в несколько банков поступило заявление о выдаче кредита от моего имени. Надо разобраться, вы давали, не выдавали такие заявления. Я говорю, нет, конечно, не давал. А вот подоспели совершенно новые схемы. Звонок от руководителя. Психологический трюк, как отказать начальству, особенно если он оказался в трудной ситуации, особенно если можешь помочь только ты. Они постоянно переключали меня на видеозвонок, тоже опять по мессенджеру, на якобы представителя ФСБ, который тоже ведет это уголовное дело. Причем сидел там такой солидный дядька на фоне портрета с президентом, куча шкафов дел, то есть все так солидно было организовано. Они знали все мои персональные данные действительно. Они психологически давили на мое состояние, на мой возраст, на мою, ну, может быть, не очень хорошую осведомленность. А когда я уже остался один, я понял, что что-то здесь не то. Нашему герою повезло, банк оказался закрыт, но то счастливый случай. Берут кредиты на большие суммы, а порой еще один и еще, пока хватает рассеянности жертвы и наглости мошенника. Пока я ехала, нужно было постоянно около уха держать сотовый телефон. Это вот сейчас для меня только для того, чтобы я, может, кого-то встречу, поговорила бы, обсудила бы эту проблему. Ему этого не надо было. Гаджеты упростили жизнь не только нам, но и мошенникам. В приложении практически любого банка прямо в смартфоне можно оформить кредит за несколько минут, ну или как минимум подать заявку. Именно этим и пользуются аферисты, чтобы вы никуда не ходили, никому не звонили, а отдали свое прямо здесь, прямо сейчас. У банка в этом случае связаны руки. Что делать, если клиент идет на это добровольно? Разве что отговорить по-человечески, если есть подозрения. Но это не по регламенту. Правда, случается и такое. Сотрудники банка тоже люди и понимают, расторгнуть договор уже через час не получится. И это в рамках закона. Поэтому действуют, так сказать, на опережение, прерывают подозрительные операции. Клиентов Сбера 24/7 защищает антифрод-платформа, которая позволяет выявить подозрительная операция, и она оценивает модель поведения клиентов при проведении операции. Также система позволяет определить телефонный звонок, в том числе на регулярной основе. Мы актуализируем схемы различные мошенничества, которые сейчас применяются к нашим клиентам на различных ресурсах. Когда вы оформляете кредит, банк не понимает, оформляете вы его для себя или же для нужд мошенников. Даже больше, он уверен, что вы этот кредит оформляете для себя. Потому что в банке сидят те же люди, те же самые программы. Когда ты приходишь сам своими ножками в банк и говоришь, хочу получить кредит, дайте мне, пожалуйста, столько, этот кредит для ремонта, для покупки машины или автомобиля, или там, я не знаю, дачного домика, банк дает, ты подписываешь, добровольно подписываешь контракт, кредитный договор, ты получаешь эти деньги, не кто-то за тебя. Обиднее всего за стариков. Это основная мишень мошенников. Здравствуй, бабка, я твой внук. Попал в аварию, переведи деньги. Сколько перепуганных старушек обмануто, не счесть. Неравнодушные люди редко, но попадаются. Вот водитель такси поневоле оказался курьером и сразу это понял. Ничего не оформляйте. Это мошенники. Не ведитесь на такое. Ничего не подозревающих доставщиков мошенники в своей схеме используют часто. Даже предлагают такие вакансии открыты в интернете. Их, конечно, задерживают периодически, но намного реже, чем хотелось бы. Следственное управление завалено делами о телефонном мошенничестве. Ощущение, что афер не становится меньше, подтверждает статистика. Зарегистрировано около 28 тысяч IT-преступлений, что составляет более 57% от общего числа. Сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Получив код из СМС-сообщения, в процедуру включается сообщник. Вторым звонком, якобы от работников госуслуг или служб безопасности банка, сотрудников ФСБ, МВД и так далее, гражданину объясняют, что до этого он общался с мошенниками, которым назвал код. И теперь по его банковскому счету ведется подозрительная активность.
Третьи лица снимают деньги, либо берут на него кредиты, переводят средства на нужды ВСУ и тому подобное. Схемы все четче и изощреннее. В дело вступает искусственный интеллект. Ну надо же, подделывают и голоса, и даже лица. Все чаще один человек изображает сразу нескольких, чтобы убедить жертву, что помогает целая команда, будь то капитан ФСБ или псевдоследователь. Всегда нужно помнить, из полиции звонят крайне редко. Если попались, то доказать умысел трудно, но возможно. Я взял в долг с умыслом не возвращать. У меня изначально был умысел похитить эти денежные средства. Но при этом я преподнес вам так, что это деньги, предназначенные для бизнеса, либо для развития чего-то. Вот в данном случае, да, здесь мошенничество. И вот этот умысел при мошенничестве очень сложно доказать, но мы тоже не сидим на месте, у нас есть инструменты, мы их используем, доказываем. Но когда таких фактов несколько, я ему дал, ему дал, ему дал. Системность. То есть полицейский видит о том, что здесь есть системность, он берет и не отдает. Соответственно, в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренный статьей 159 Уголовного кодекса. Это мошенничество. Если вы попали в беду, важно найти пострадавших. Доказать обман можно, если пострадавший не один. Парадокс, но для жертвы чем больше, тем лучше. Еще одна мера – это процедура банкротства, но там тоже есть нюансы. Поэтому лучше не попадаться вовсе. Как говорил классик, никогда не разговаривайте с незнакомцами. А мы добавим по телефону. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. На обратном пути нас застиг дрон. Машина, к сожалению, сгорела. Бронежилет поднял, увидел, что ранение. Ранение было под лопатку. Мотострелки из Татарстана. Как по стопам героев сегодня идут татарстанские боевые подразделения? Рустам Минниханов поблагодарил руководство федерального МЧС за поддержку кандидатуры Ирика Гадамова на пост главы Татарстанского управления. В Доме правительства Раис Республики встретился с заместителем главы МЧС России Ильей Денисовым. На встрече совместно обсудили укрепление материально-технической базы, закупку спецтехники и модернизацию объектов пожарной охраны, а также обеспечение безопасности граждан. Развитие нефтегазохимического комплекса стало темой заседания Совета безопасности. Его в Кремле провел Рустам Минниханов. В этом году завершается 5-я программа развития нефтегазохимического комплекса. Было освоено порядка 1 триллиона рублей инвестиций. За последние 5 лет были реализованы важные проекты. Работа с обращениями граждан и правовое обеспечение деятельности парламента – эти и другие вопросы обсудили в Госсовете на семинаре для депутатов и их помощников. Председатель парламента Фарид Мухаммедшин призвал депутатов активно участвовать не только в законотворческой деятельности, но и в общественно-политической жизни республики. Из Татарстана в бюджеты всех уровней мобилизуется свыше триллиона рублей налоговых платежей. Об этом Рустам Минниханов заявил на расширенном заседании Федеральной налоговой службы России. Глава ведомства Даниил Егоров поблагодарил руководство республики за гостеприимство. Рустам Минниханов подчеркнул, от работы налоговиков напрямую зависит наполняемость бюджета. Набережные Челны получили 44 новых автобуса «Нефас». Городу их вручила Раис Республики Рустам Минниханов. Вместимость автобусов более 100 человек. Они оборудованы светодиодными маршрутоуказателями, автоматическим определением остановок, бегущей строкой в салоне и есть доступная среда. Рустам Минниханов посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Анатыш Рыбнослободского района. Он будет обслуживать 500 жителей деревни. Здесь реализована новая модель работы первичного звена под названием «Идеальный ФАП». С Русланом Аушевым встретился государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев. Он поздравил Героя Советского Союза с высшей наградой – орденом за заслуги перед республикой. В Казани открылся Конгресс Ассоциации гепато-панкреато-билиарных хирургов стран СНГ. Это хирургия печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Конгресс собрал специалистов высокого уровня из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Их приветствовал премьер Алексей Песошин. Рустам Минниханов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде. Встреча прошла в Казанском Кремле. Раис Татарстана отметил, в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество России и Ирана приобретает особую ценность и актуальность. Фарид Мухаммедшин также встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана. Обсудили вопросы взаимодействия Ирана и Татарстана в рамках российско-иранского сотрудничества, в том числе расширения межпарламентских связей. Соглашение о сотрудничестве Татарстана и Хабаровского края подписали Рустам Минниханов и губернатор региона Дмитрий Демешин. На встрече в Казанском Кремле обозначили планы по торгово-экономическому, научному и культурному взаимодействию. В Хабаровском крае проживает более 3000 татар.
Рустам Минниханов наградил коллектив Татинвест граждан проекта орденом за заслуги перед Республикой Татарстан. Он отметил институт один из лидеров среди российских проектно-изыскательных организаций. В этом году он отмечает 90 лет. Институтом был создан целый ряд знаковых объектов республики: цирк, ЦУМ, Академия наук, масштабные проекты в Свияжске и Болгаре, IT-парк имени Башира Рамеева, станции Казанского метрополитена, новое здание Камаловского театра, экстрим-парк «Урам». Раис отметил, предприятие стал кузницей кадров для отрасли. Один из них – Ирик Файзулин. Сегодня он возглавляет Минстрой России. В пятницу отметили День государственного флага Татарстана. 29 ноября 1991 года зелено-бело-красный триколор утвердил Верховный Совет. Жители республики Рустам Минниханов поздравил в соцсетях. На этих кадрах татарстанский триколор в руках болельщиков и спортсменов Акбарса и КамАЗ-мастера. На шевронах военнослужащих над взятыми зданиями в зоне СВО. Завершается ролик яркими кадрами со Дня Республики, когда под стенами Кремля развернули большой государственный стяг Татарстана. 3 декабря – Международный день инвалидов. В республике 289 тысяч жителей с разной степенью инвалидности, в том числе 17 тысяч детей. Мобильный комплекс Центра реабилитации на колесах презентовали и Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Презентация была организована на площадке перед зданием Государственного совета. Особое внимание Раис призвал уделить тем, кто получил инвалидность, вернувшись со специальной военной операции. Также он поручил обеспечить все условия для организации медицинской помощи, особенно детям-инвалидам. Продолжаем программу. 14 татарстанцев, участников специальной военной операции, удостоены высшего звания Героя России с 2022 года. Половина, к сожалению, посмертно. 6 на момент присвоения звания Героя не было и 30 лет. Первыми начали выполнять боевые задачи в зоне СВО профессиональные военные, среди которых множество выпускников Казанского танкового училища. Первых погибших провожали в нашей республике в марте 2022 года. И среди первых награжденных Золотой звездой Героя были они, те, кто выбрал своей профессией Родину защищать. В скором времени события, свидетелями которых мы являемся, станут историей. О них напишут в школьных учебниках. Но уже сегодня герои России, татарстанцы, стали частью истории России. О наших танкистах Дамире Исламове и Дамире Гелимханове уже написали в школьных учебниках. Вот он, вот. Это у нас какой класс? Это 3 класс. Вторая парта у стены. Здесь было его место в 10 и 11 классах. Отсюда он ушел в танковое училище в 2014. Он, оказывается, сначала хотел быть стоматологом. Вот уже в 10 классе он решил быть военным. Спортивные мероприятия не обходились без Дамира, и к военному делу был интерес, и вообще был активным, говорят учителя. Готовились к 9 мая, и он всегда в этом учил молодых, 8-классников, молодых ребят. Он тоже умел маршировать, а они еще не умели. Вот он всегда помогал мне научить их маршировать. Школьные учителя и одноклассники узнали о трагедии в тот же день, 7 марта, но решили тогда не говорить об этом его матери и нынешним школьникам. Мы не верили, что он погиб, честное слово. И до сих пор сейчас перед глазами стоит как живой. В прошедшем времени про него тяжело говорить. Это съемки марта 2022 года, когда, наверное, большая часть жителей Лениногорска пришли хоронить Дамира Исламова. Дамир случайно попал в кадр фильма, снятого к столетию училища. Это выпуск 2018 года. Отличник во всем, отмечает комбат. И после окончания он сам мог выбрать любое дальнейшее место службы. Выбрал Ростовскую область, у самой границы с горячей уже тогда Украиной. Ребята, когда поступают в военное училище, они понимают, какую профессию они выбрали. Конечно, да, он отдавал себе отчет, куда он едет. Этот подвиг останется в нашей памяти, в наших сердцах
Я считаю, что это настоящий российский офицер. В этом параграфе рассказывается все, что касается как причин начала специальной военной операции, так и основных событий. Теперь в той самой школе, где учился Дамир Исламов, да и не только в ней, изучают подвиг выпускника Казанского танкового училища. Многие учителя нам рассказывали про него, говорили то, что он очень смелый, он показывал себя внутри школы как целеустремленный. Я очень горжусь тем, что я обучаюсь в той школе, в которой учился выпускник, который стал впоследствии Героем России. Два татарстанца, два Дамира. Исламов и Гелимханов и Иван Цивун из Амурской области, экипаж танка. 7 марта 2022 года уже на горевшей машине подбили 4 вражеских танка, но были атакованы 5-м. Наталья Романова была учителем у Дамира Исламова, теперь рассказывает о его подвиге. Вообще чувствуешь себя человеком, сопричастным к судьбам тех, кого мы здесь считаем всего лишь детьми. Школа теперь носит имя героя. В школьном музее, посвященном героям Великой Отечественной, появился раздел о Дамире Исламове. Наши мальчишки, вот самые простые, вот самые обыкновенные мальчишки. Но мы не думаем, что у нас будут герои. С них вырастут герои, именно герои Российской Федерации. Это же надо быть каким человеком? Сильным, мужественным, проявить стойкость, чтобы пойти, чтобы защитить своих товарищей. Возможно, в скором времени появятся в этих учебниках разделы и о других героях России, татарстанцах, в том числе о тех, кому это звание было присвоено посмертно. Алексей Капунов был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Мы с ним общались в декабре 23-го. Оказалось, что в последний раз. Наверное, большинство мирно проживающих на основных территориях наших не ощущает того, что происходит. Для многих война не существует. Во всех магазинах, больших торговых центрах играет Jingle Bells, Merry Christmas и прочее. Он погиб в марте 24-го. Сам, будучи раненым, спасал своих бойцов. 15 октября 2024 года присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Один огонь! За Капунова Алексея Викторовича! Один огонь! Он очень обязательный. Он на самом деле верил в то, что он делает. Вот это последняя его боевая задача, к сожалению, последняя. Обернулась так. Он знал, куда он идет. Он знал, что нужно делать. Но, к сожалению, война жестока. Он мне друг, а даже больше он мне брат, потому что я с ним с 1 класса вместе. Да, то есть мы учились вместе, потом мы закончили военное училище вместе. Мужик, настоящий мужик. Слово «настоящий», пожалуй, самое подходящее. И именно на примере таких настоящих людей, надеемся, будет воспитываться новое поколение. Именно о таких, настоящих, будут писать в учебниках истории. Но история, она была и остается. Я считаю, что самым важным предметом она является. Она развивает мышление, она помогает самоидентификации человека, откуда он родом, в какой стране он родился, помогает осознать вообще свое место в жизни. Переоценка 90-х годов вот у меня сейчас происходит. Очень обидно, что все разрушено. Было стыдно произносить слово «патриот». Да. И его затерли совсем. А это же очень простое и понятное слово-то на самом деле. Патриотизм, 6 класс, любовь к родине. Это же тоже историческое понятие. Я говорю, а что такое любовь к родине? Один говорит, это на фронте защищать. А второй говорит, нет, это учиться хорошо. Я говорю, а может быть дворник, техслужащая, продавец, медсестра, нянечка в садике, патриот? Я говорю, да, говорит, конечно. Просто честно работать. И они это понимают. Зуфар Давлеч, Наталья Лакомкина, Андрей Ключников, Булат Абдульманов, Роман Безменов. 7 дней. Какое бы эффективное оружие не применялось нашими вооруженными силами в зоне специальной военной операции, человеческий фактор является решающим на поле боя. Конечный этап битвы всегда завершается рывком вперед штурмовых отрядов, уничтожающих последние очаги сопротивления. Как бы ни прогрессировали военные технологии, мы видим, что методы ведения боя, что в Великую Отечественную войну, что сегодня, остаются теми же самыми. Парни из татарстанских боевых подразделений за 2 года стали мастерами ведения стрелкового боя.
Делегация из Татарстана с наградами вместе с нашими военными корреспондентами в этот раз посетила два наших боевых подразделения, которые освобождали Авдеевку, брали в тяжелых боях населенные пункты, стратегически важные для наших вооруженных сил. Их подвиги не забудутся народом. И наша телерадиокомпания гордится тем, что в создании этой новой истории и памяти участвуем и мы. О наших мотострелках в нашем следующем сюжете. Курган Саур-Могила в Донецкой республике очень выгодная высота с точки зрения стратегии ведения боевых действий. Отсюда просматривается территория на многие десятки километров вокруг. Пройти мимо незамеченным невозможно. Именно поэтому он стал невольным свидетелем кровавых боев, двух самых страшных битв за последние 80 лет. Ранен, но в строю. В 1943 году немецкие нацисты были выбиты советскими войсками с этой высоты. При этом погибло 20 тысяч наших соотечественников. В 2014 году нацисты, только уже украинские, были выбиты отсюда войсками ЛДНР. Когда бои отсюда ушли, комплекс был восстановлен. Мало того, установили новые горельефы, посвященные героям Донбасса. По стопам героев сегодня идут и наши татарстанские боевые подразделения. Мотострелки из Татарстана в этом году прошли тяжелый путь. Из-за постоянного продвижения приходится вновь окапываться на новом месте. Госпиталь, баня, столовая, жилые помещения, быт личного состава прежде всего. Сначала вырыли ямы под размещение личного состава, потом все ямы совместили ходами сообщений. Получилось общее 3 километра подземных ходов. Хам многодетный, мобилизованный из Бугульмы. На гражданке работал в сфере геофизики. По иронии судьбы, и здесь профессиональные знания в геологии понадобились. Все то же самое, да, только мне одели на меня другую форму. А так, обеспечиваю всем личный состав. За все время службы прорыл с боевыми братьями не 1 десяток километров. Успешные действия на передовой тянут тыл за собой. С материалом для стройки сложновато. Благо нам Татарстан помогает досками, фанерой, всеми отделочными материалами. Все, вот, как видите, вот идет стройка у нас. В принципе, все копаем сами, обделываем, вот доской обделываем. Кстати, эта вот доска как раз с Татарстана приехала к нам, по-моему, со Знакаевского района. Чувствуется, да, крепкая такая доска? Наша татарская доска, да. Доски, фанера, крагис, утеплители всякие разные, монтажные пены, там гвозди, саморезы, там много чего. Пленка, все, что нужно. Все, что нужно, слава богу, вот хорошо, вот земляки хорошо очень помогают, татары. Связь между тылом и передним краем обеспечивают боевые водители. Старший водитель из Челнов с позывным «Сова». Отец 3 детей. Недавно чуть не стал жертвой дрона. Говорит, что на пути до линии боевого соприкосновения воздушные убийцы чувствуют себя как дома. На обратном пути нас застиг дрон. Вот, мы вовремя с машины, успели покинуть машину, да. Вот. И машина, к сожалению, сгорела. Вот. Но это не беда, это железка. Сделаем еще. Вот. И будем дальше продолжать своим товарищам помогать, привозить все, что им нужно на позициях. Меньше повезло водителю-санитару с позывным «Блогер». Во время эвакуации раненых с передовой был атакован фипивидроном под Авдеевкой. Блогера сильно ранило, но это его не остановило. Товарищей он вывез. Когда я понял, что машина на ходу еще, продолжил движение, сказал, то есть дал команду, чтобы никто из машин не выходил. Продолжил движение. Вот санитар, который рядом со мной находился на пассажирском сиденье, он тоже оказал первую помощь, то есть бронежилет поднял, увидел, что ранение. Ранение было под лопатку, с правой стороны в спину прилетело. То есть из-за того, что сверху вниз было ранение, там пробило легкое, печень, осколок в животе остался. Еще 2 года назад блогер не думал, что способен на такие действия, но время, проведенное тут, способно раскрыть те черты характера, о которых не догадывался. Еще как-то не было понимания такого, как сейчас, что конкретно
для тебя представляет угрозу, и там-то как бы любого шороха пугались. А сейчас уже более, так скажем, с опытом, с пониманием, уже знаешь, что конкретно и когда и где бояться. А вот командиру взвода управления минометной батареи с позывным «Алмаз» еще только предстоит пересечь эту дорогу до передовой. Ему удалось выйти в тыл для получения награды и снова в бой. Всего хватает. Вот Татарстану хотел сказать большое спасибо. С первого дня, как пришли в танковое училище, ни в чем не нуждались, всего хватало. И как сюда заехали в 22 году, в ноябре, Татарстан нам очень помог. Дал провизию, всем снабдил. Ну, и нам ничто не мешало нести свою службу, за это им большая благодарность. Я так понимаю, мы несем достойную службу, и Татарстан это оценивает, видит, и вот получили сегодня награду. Традиционная церемония награждения от имени Раиса Республики проходила в новом, так скажем, условно-актовом зале подразделения. И в подземелье чувствовалась торжественность момента. Не место красит человека, человек место. Тем более, если он в камуфляже. Из лучших. Еще не было такого, чтобы татарстанцы на фронтах отступали. Не тот характер. Личными подвигами наши парни готовы пойти на любые жертвы, только бы спасти своих боевых товарищей. В порядке боевого подразделения этот татарстанский полк брал Авдеевку, Очеретино, Бердычи, а сейчас активно пробивается к Покровску. И у них это получается, потому что боевые татарстанцы преград не знают. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов. 7 дней. Всех с первым днем зимы появляется уже новогоднее настроение. Поэтому всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исян Месес, в студии Динар Бадрудинов. На предстоящей неделе в Татарстане неустойчивая погода сохранится, влияние циклона не ослабевает, лишь к выходным похолодает. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана практически всю неделю будет облачно, ожидается мокрый снег и снег. Лишь к субботе появится солнце и осадки прекратятся. Что касается температуры, то днем в будни она будет понижаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. В выходные еще холоднее, 6-7 градусов со знаком минус. Ночью понижение к концу недели от +1 до -8. На юго-востоке в будние дни будет пасмурно, прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. К концу недели ожидается переменная облачность. Днем температура будет опускаться от 0 градусов в понедельник до 7 градусов мороза в воскресенье. Ночью будет холодно, от -3 до -11. В центре сначала тоже будет облачно, осадки возможны только в среду и пятницу. В будни температура днем составит от 1 градуса выше нуля до 3 градусов ниже нуля. Ночью от 0 до -4. В выходные обещают прояснение, осадков не будет. Температура днем -6 градусов, ночью 7-9 градусов мороза. На юго-западе Татарстана прояснений не стоит ожидать вовсе. Всю неделю небо будет затянуто тучами. Все дни, кроме понедельника и воскресенья, по предварительным данным прогнозируют снег и мокрый снег. Температура днем от 1 градуса тепла до 6 градусов мороза. Ночью от 0 до 9 градусов ниже нуля. На северо-западе республики и в столице Татарстана тоже пасмурно. Солнце может появиться только в субботу. Почти каждый день снег и мокрый снег. Температура днем понизится от +2 до -6, ночью от 0 до -8. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Поздравляем с началом календарной зимы. Пусть она принесет вам много радости. Всего доброго. От Наларгас, Умышлы болсын.